зачем меня фотографировать? Меня не надо. И разрешение на публикацию своих фото я не давала. Как ты сможешь делать, как ты будешь? Да. Для меня не надо. Я жива. Дорогая. Никто не кашляет, что опять начнется. Не кашляет, не чихает. Можно я выйду? Так. А вам так удобно по этим самым, да? Нет, нет. То есть говорить будут в основном вот эти два стула. Может, вы как-то микрофоны между ними положите, ребят? Двое. Здравствуйте. Так, надеюсь, я вам еще не надоела. Нет, это же тоже работа, это тоже часть нашей работы, поэтому... Здесь просто иногда думается, что новое лицо получше воспринимается. Так. Сейчас мы еще дополнимся. Уже 4 минуты. Ясно. Ну, давайте я одна тогда буду. Тогда перекладывайте. Я сейчас еще посмотрю, что я ничего тогда не упустила.
Если какую-то информацию, учитывая, что мои коллеги по объективным причинам не смогли сейчас принять участие, то мы эту информацию тогда дадим повторно. Или, может быть, с этой информации на те вопросы, на которые не будет оперативно мной дан ответ и потребуется время на дополнение и подготовку, учитывая, что я в основном готовилась по организационным мерам, тогда на следующем стриме мы просто начнем с вот этого блока вопросов и озвучим, да, на следующей неделе у нас будет стрим, и мы тогда с этого начнем и просто озвучим, что на брифинге вот звучали еще такие вопросы, и после дополнительной проработки тот представитель Минздрава, кто будет отвечать на вопросы на стриме, просто даст тогда ответы. Хорошо, если вдруг на что-то мы сегодня, или даже если у вас останутся какие-то вопросы, то я тоже думаю, что через Юлию Александровну вы тоже можете их задать, и мы стрим начнем просто с ответа вот на эти вопросы. Да, а потом будем отвечать на те вопросы, которые будут нам поступать. Значит, могу начинать, да? Да. Значит, на сегодняшний момент на стационарном лечении в наших учреждениях находится 1793 пациента. Выписано в связи с выздоровлением 169 пациентов. Пациенты с хроническими заболеваниями, умершие, у которых была установлена коронавирусная инфекция, на сегодняшний момент составляет 19. Мы для себя выбрали тактику, что мы подаем в умерших только в том случае, когда мы получаем окончательное патологоанатомическую справку, патологоанатомическое заключение, справку о смерти. Простите, пожалуйста. Патологоанатомическое заключение, справку о смерти, где кодировка проведена должным образом. Почему мы так четко и жестко придерживаемся данного правила? Потому что в нашей практике появилось несколько пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, но в процессе лечения, нахождения в наших учреждениях коронавирусная инфекция была элиминирована, вирус из организма был элиминирован, но были запущены необратимые процессы уже хронических заболеваний этих пациентов. И непосредственной причиной смерти не являлась коронавирусная инфекция. Поэтому в данном случае мы подходим достаточно жестко. Каждый случай анализируется профильной группой специалистов для того, чтобы мы тоже для себя своевременно вносили изменения в наши клинические подходы к лечению пациентов с той или иной хронической патологией. Позвольте мне вас ознакомить о принятых Министерством здравоохранения в начале, или, может быть, даже в начале Советом Министров меры, которые были приняты по контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Первое. Это принято постановление Совета Министров, в котором уточнены критерии самоизоляции, правила и обязанности человека, который находится на самоизоляции. Следующее. Это достаточно большой блок нормативных документов Министерства здравоохранения. Я уже неоднократно говорила, что мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом. Наши неравнодушные врачи, специалисты, которые и работают в отделениях, в том числе и круглосуточно, те, кто перешел на круглосуточный режим работы. И наш профессорско-преподавательский состав сегодня активно обсуждает эту тему со своими иностранными коллегами. И в течение последних нескольких дней мы приняли дополнение и изменения и даже расширили новыми инструкциями наши нормативные документы. Прежде всего, подготовлен нормативный документ по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам. Данный документ, может быть, имеет не совсем такой формат, привычный приказом Минздрава, потому что мы первым разделом прописали общие вопросы, на которые обратили внимание наши будущие мамы. Это вопросы, которые связаны с какими-либо особенностями, в том числе и бытовыми, для беременных женщин. Поэтому данные документы будут размещены на сайте, может, уже размещены на сайте Министерства здравоохранения. Мы вчера подписывали эти приказы, поэтому там достаточно интересная такая вот эта рубрика общих вопросов, помимо наших клинических. Также мы пересмотрели и отдельно вывели в отдельный клинический протокол по оказанию медицинской помощи детям, то есть лицам от 0 до 18 лет с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что детей у нас не так и много, я не взяла с собой эту таблицу, но процент детей у нас менее 1%, от тех лиц, у кого за весь период наблюдения была выявлена коронавирусная инфекция. Но у детей мы не видели даже средне тяжелых форм. Вместе с тем уже есть опыт зарубежных коллег,
И мы нашу инструкцию расширили и вывели отдельно дети для того, чтобы и там прописали, начиная от бессимптомного носительства, наблюдения детей, даже начиная не с этого, начиная с периода новорожденности, если ребенок рождается от мамы, у которой вплоть до бессимптомной была коронавирусная инфекция. Значит, нами подготовлен еще один нормативный документ. Мы тоже слышим наших граждан, которые, являясь контактами первого уровня, не всегда, как это вот правильно назвать, не всегда с радостью, наверное, может быть, ирония есть немножко в моих словах, не всегда с радостью госпитализировались в наши учреждения для того, чтобы там находиться в течение 14 дней, так как имели дома абсолютно нормальные условия для полной самоизоляции. Поэтому мы пересмотрели здесь наши подходы. Мы внесли изменения в несколько нормативных документов. Первое, это мы изменили наш приказ, который регламентировал госпитализацию контактов первых уровней. Мы пошли первым шагом, мы сократили пребывание контактов первых уровней до 7 дней. Посмотрели, что в течение этой недели у выписанных контактов после 7 дней наблюдения не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции. Мы избирательно, правда, пока подошли. Хочу тоже, чтобы с пониманием отнеслись, что мы действуем, может быть, и излишне осторожно, но это, наверное, та ситуация, когда мы не имеем права на ошибку. Поэтому мы разрешили пребывание контактов первого уровня в домашних условиях под наблюдением участковой службы с условием тестирования в первый день, на 7-й день и на 12-13 день. Таким лицам, которые будут находиться в условиях контакта первого уровня, будут находиться дома на самоизоляции, будет выдаваться листок нетрудоспособности на весь период нахождения. Вчера у нас было подписано совместное постановление с Министерством труда и социальной защиты, которое регламентирует выдачу листка нетрудоспособности. Следующий нормативный документ, наверное, тот, который вызовет самый большой резонанс, о нем было, этот нормативный наш документ был анонсирован здравоохранения. Уже давно такого не было, когда за 1,5 стамола из аптек за аптек такое количество продавали больше, чем что эта мера вынуждена отпуск. И не только с ней, но и с тем же гриппом и с другими острыми респираторными заболеваниями. Мы ограничили единовременную выдачу на руки таблеток парацетамола количеством 40 штук. Мы ограничили 2 упаковками выдачу таких препаратов, как азельтамивир. Мы ограничили выдачу масок не более 10 штук единовременно в одни руки. Мы разрешили, это вот наши, мы точно так же мы порекомендовали не только государственной аптечной сети, но и коммерческим аптечным сетям поступать точно так же. Мы разрешили с целью того, чтобы обеспечить насыщение нашего рынка этими лекарственными средствами. Мы разрешили постановлением коллегии нашему заводу, нашим фармацевтическим заводам, которые производят эти лекарственные средства, поставлять их в срочном порядке в нашу аптечную сеть в дизайне, отличном от дизайна Республики Беларусь. То есть наши заводы нарабатывают достаточно большое количество этих лекарственных средств на экспорт. И понятно, что в настоящее
которая будет приложена к этому лекарственному средству. Мы разрешили реализацию лекарственных средств для того, чтобы тоже ускорить их выпуск с завода, без упаковки в картонные коробки того же парацетамола, продажу его в конвалютах. Если раньше была зарегистрирована упаковка как картонная. Ну, наверное, по таким основным принятым нами организационным мерам все. Позвольте мне доложить о том, как расходуются пожертвования, которые поступили на наш благотворительный счет Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения. Ну, для начала я, наверное, очень хочется поблагодарить. И, наверное, вот этот формат брифинга, он не совсем подходит для того, чтобы говорить теплые и душевные слова для всех неравнодушных граждан. Это, наверное, должна быть у нас какая-то отдельная, может быть, на нашем официальном сайте, на нашем официальном телеграм-канале, где мы перечислим, естественно, с согласия тех людей, которые помогают нам в это трудное время, перечислим их компании, перечислим лично людей, потому что на сегодняшний день перечислили спонсорскую помощь 1310 физических лиц, 210 юридических лиц. Всего, начиная с 24 марта, на этот счет поступило 3 миллиона 937 777 рублей. И поступило 78 461 евро. Среди таких крупнейших дарителей на счет в белорусских рублях это частные компании, это предприятия, это наши производители, также это наши общественные организации, Белорусский союз женщин, Белорусский профсоюз работников здравоохранения. На что мы потратили эти деньги? На защитные, экраны защитные 4000 на сумму 59 300 рублей. Комбинезоны медицинские 100 тысяч на сумму 984 тысячи белорусских рублей. Наборы реагентов для выявления COVID-19 2000 на сумму 364 339 рублей. Полумаски, фильтрующие противоаэрозольные респираторы 20 тысяч штук на сумму 72 тысячи белорусских рублей. Кроме того, получатели спонсорской благотворительной помощи оборудованием на сумму 87 600 белорусских рублей. Это Витебский областной клинический специализированный центр. Он получил 50 пульсоксиметров, 10 кислородных концентраторов. Борисовская больница номер 2, 25 пульсоксиметров, 5 концентраторов кислородных. 6-я городская больница, 25 пульсоксиметров, 5 кислородных концентраторов. Также было выделено 334 336 белорусских рублей спонсорской помощи нашему РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на изготовление наборов реагентов для выявления COVID-19. На сегодняшний момент, позвольте, открою информацию, буду при вас открывать в телефоне, а то в прошлый раз прозвучало, что я пришла с заготовленными вопросами. У меня есть привычка, я все записываю, что мне может когда-либо где-нибудь пригодится. Поэтому, с вашего позволения, буду открывать в телефоне. Значит, на сегодняшний момент остаток тест-систем с учетом тех 50 тысяч, которые нам вчера передал один из наших спонсоров, составляет 65 880 тестов. За последние сутки нами было сделано почти 3992 теста в наших 13 лабораториях. Общая сумма, общее количество тестов на сегодняшнее число составляет 49 843. Наших? Наших белорусских. Те тесты, которые к нам пришли по гуманитарной помощи, мы только начинаем расходовать, те, которые к нам прилетели из Китая. Мы продолжаем производство и своих тестов. По-прежнему их нарабатывают около 1000 в сутки наш РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Начинает разработку Витебск. Конечно, мы ожидаем от них более больших темпов разработки для нас тест-систем, но вот еще раз повторю, что на сегодняшний момент остаток тест-систем составляет 65 880. Значит, мы сегодня прорабатываем еще вопрос включения дополнительных лабораторий для организации тестирования.
Я, может быть... Так, что? Да, еще. Значит, я хочу рассказать об общественных инициативах и хочу тоже поблагодарить, продолжая вот тему благотворительной спонсорской помощи, я хочу продолжить тему общественных инициатив и поблагодарить, конечно, и различные благотворительные организации. Хочу поблагодарить и вас, уважаемые присутствующие, за то, что вы поддерживаете вот эту замечательную акцию и проводите интервью с нашими врачами, которые находятся сегодня, ну вот то, что называется в военное время, на передовой. Они сами приняли решение остаться фактически с появлением первого пациента с коронавирусной инфекцией, остаться и действительно работать и жить для того, чтобы работать. Вы видите, вы сами с ними общаетесь, замечательное получается у нас интервью. Спасибо вам огромное. Вот это действительно, это та часть нашей медицинской жизни, которая остается, наверное, за пределами и нашего внимания, и тем более она неизвестна людям, за исключением тех людей, рядом с которыми эти медицинские работники находятся. На сегодняшний момент Белорусский союз женщин взял под свое, пытается собрать под свое крыло, потому что сказать, что он взял уже полностью под свое крыло, я, наверное, не могу, но он пытается взять под свое крыло вот эти все такие общественные инициативы, начиная с районов нашей республики, потому что уже они провели опрос наших медицинских работников, те, которые находятся на вот этой передовой, о которой я говорила, и узнали потребности, которые сегодня на которые мы, наверное, вот как Министерство здравоохранения не очень обращаем внимание, потому что наша задача – это создать средства индивидуальной защиты, наша задача – обеспечить их лекарственными средствами, наша задача – создать им безопасные условия труда, наша задача – дать им нормативные документы для работы. Но есть и социальные вопросы. И вот эти социальные вопросы сегодня взял на себя решение Белорусский союз женщин. Ну, наверное, по моей теме пока все. Коллеги, к нам присоединился сейчас в студии Борис Николаевич Андросюк, заместитель министра, который расскажет немножко ситуацию про медицинскую технику, маски, ну, вот эти вот вопросы материального обеспечения, которые все задавали. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Извини, что запоздал, срочное поручение. Давайте, наверное, вкратце, понятно, доступно, что мы сегодня имеем, какие планы, как мы будем помогать нашей лечебной сети, нашим медработникам и нашим уважаемым гражданам. Значит, срез, который у меня последний есть, ну давайте, наверное, в цифрах, вам же интересно, цифры, правильно. Значит, по маскам то, что имеется на сегодняшний день. Значит, в сети это 2,5 миллиона, по респираторам 176 тысяч, по костюмам 110 тысяч, ну, многоразовые 31 тысяча, перчатки 19 миллионов, очки защитные 44. Сказать, что это много, нет, скажу. Не скажу, что это много, хотелось бы больше. Да, есть определенный запас. Значит, что мы по этому поводу делаем? Значит, сегодня только, я говорю про медтехнику нашу центральную, поступает к нам 15 тысяч комбинезонов этих одноразовых для борьбы. Значит, сегодня мы ожидаем поступления минимум 400 тысяч масок, которые пойдут в наши медицинские сети, в систему фармации. Обещает, вчера на Совете Министров обещал нам Легпром поступление около 1 миллиона масок. Значит, что касается непосредственно респираторов, как вы знаете, такая тема, которая у нас крайне мало производится, это высокотехнологичный продукт. Значит, сегодня прибывает 50 тысяч респираторов 2-3 класса, непосредственно то, с чем работают врачи-медсестры с больными ковид. Вот, значит, в ближайшее время, понедельник, вторник, прибывает еще 57 тысяч, на следующей неделе мы ожидаем 750 тысяч и надеемся перекрыть всю потребность. Значит, по
поручение министра и по согласованию с Советом министров мы планируем закупку специализированных медицинских масок по сертификату ЦЕ. Наверное, уже говорили, да? Нет, я не касалась него. Значит, в количестве 100 миллионов штук, это, мы надеемся, будет приходить 25 миллионов в неделю, что перекроет всю возможную потребность и наших медицинских сетей, наших аптечных сетей. То, что касается, я еще раз говорю, я касаюсь болевых тем. Хорошо, я не буду просто рассказывать так. Значит, то, что касалось, вы знаете, были проблемы, перебои, особенно в аптеке с антисептиками. Значит, в оперативном порядке были выданы необходимые разрешения, подключился нас Белгоспищепром. Значит, сейчас производится антисептиков, накапливается в системе, через систему Белфармации и будет распространяться на другие аптеки и медицинские учреждения дезинфектанты и антисептики. Уже производится с плюсом, то есть мы сейчас производим производство уже больше, чем потребляем. Я надеюсь, в ближайшее просто время, вы поймите, это логистика, понимаете прекрасно, да? То есть надо привезти на склад, а приходит и развести по аптекам, в аптечные сети, переждать вал, который просто будет сметаться в ближайшее время, вы это понимаете, значит, и потом планово просто насыщать. Но я думаю, что за эту неделю все это будет сделано. Что касается других позиций, которые приходят к нам, в ближайшее время к нам, если не ошибаюсь, 13-го летает 14, должен прилететь еще один рейс, там, где будут привезены к нам в республику еще дополнительно пульсоксиметры. Ну, вы, наверное, знаете, это прибор, который показывает насыщение крови кислородом, который действительно необходим в плане контроля, ну, в плане объективности контроля и ведения лечения, соответственно. Вот, 10 тысяч приходят. Бесконтактные термометры, костюмы, очки, перчатки. Сейчас уже нашим производителям, я, наверное, в прошлый раз демонстрировал, если не ошибаюсь, уже щиток, который мы производим, экран, да, защитный, который вы видели. Вот сегодня еще обратилась еще одна компания к нам, наверное, вы все знаете, да, не знаю, правильно, наверное, гуманитарная помощь, когда осуждают, люди оказывают, правильно называют. Вот, значит, они действительно сейчас активно налаживали, мы сейчас просто уточняем тех заданий, чтобы это было максимально удобно для наших медработников. Мы сейчас уточняем, показал пример, они в ближайшее время это сделают, окажут нам помощь. Вот. Ну и другие наши компании сейчас активно осваивают выпуск защитных комбинезонов. Это наш департамент исполнения наказаний, это наш медтехноцентр, это коммерческое предприятие Марк Пармель, вы, наверное, знаете, да, Коминтерн. И все больше и больше получает разрешение. Вот так справочно выдано уже, мы стараемся выдавать разрешения, но практически на лету. На 503 миллиона производства, 503 миллиона масок. Там различные маски, и бытовые, и медицинские маски. Но в основном последнюю неделю мы выдаем разрешение на маски, которые максимально приближены к европейскому стандарту. Это наше производство, ткань производит наш Светлогорский химкомбинат. Это знаменитый Спанбелл, который прошел максимальное количество гигиенических исследований. И чтобы действительно обеспечить до прибытия еще дополнительных масок, мы сейчас разрешаем выпускать маски четырехслойные спанбелловские. Но это практически один к одному маска ТЦшная, которая выпускается и продается не в магазинах, а в аптеках. Что касается еще гуманитарной помощи, в ближайшее время компания «Энергоуэлл» обещала нам привезти в страну, если не ошибаюсь, 10 аппаратов ВВЛ. И сейчас у меня постоянно на связи, мы держим с 4-5 компаниями постоянную связь. Сейчас ищут производителей непосредственно данной аппаратуры. И максимально кратчайшие сроки будут поставлять нам. Мы параллельно с нашей медтехникой ищем возможные источники, но вы понимаете, какая ситуация и в Европе сейчас, и в Китае, что это все очень быстро забирается. Ну, наверное, вкратце такая ситуация. Если есть вопросы, поэтому я прошу прощения, просто мне сейчас уезжать, пожалуйста, прошу вас. Да, Спасибо. Да, пожалуйста. Где вот информационное агентство? У меня вот вопрос по беременным женщинам. А можно вы зададите вопросы Борису Не Николаевичу, убегайте чтобы сейчас. он Если нет ушел, а вопросов, я с вашего останусь? позволения, то побегу. Прошу. Сегодня Включите микрофон. Включайте, да. Борис Николаевич, хотела уточнить, вы статистику перечислили, экозапас по какому вообще? То, что я перечислял изначально? Да, это аптечная сеть? Нет, это все системы здравоохранения, которые я перечислил. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Да, Василий, пожалуйста. В 208 постановлении было принято, там написано, что Минздрав в течение 3 дней примет меры
А за нарушение самоизоляции будет ответственность, не написано какая. Можно, это вопрос, наверное, будет ко мне, что у нас есть 3 дня на разработку нормативных документов. 3 дня еще не истекли, мы работаем. Это документ не только Министерства здравоохранения, потому что мы не имеем права принимать меры, да, за исключением нашего санитарного надзора. Это будет межведомственный документ, который требует достаточно большого количества согласований. Поэтому над этим документом мы работаем сегодня. Коллеги, я так понимаю, что вопросы к Борису Николаевичу исчерпаны. Я тогда... Да, потому что... Чтобы он ушел, да, можно? Да, спасибо. Спасибо большое, доброго всем здоровья. Спасибо, что меня не бросили. Да, Светлана, пожалуйста, задавайте. Да, пожалуйста. Вам тогда вопрос вот по поводу беременных женщин, Да. мы уже начали говорить, как, собственно, чем опасен ли для них вот COVID-19, есть ли для них какие-то, может, специфические меры профилактики? Нет, специфических мер профилактики нету. Это не грипп, к сожалению, от которого есть вакцинация. Мы достаточно активно вакцинировали беременных от H1N1. К сожалению, здесь такого нету. Специфических мер тоже нету. Рекомендации для беременных женщин ничем... Извините, я вас пока... Я буду так... Рекомендации для них ничем не отличаются от обычных граждан, но всегда у беременных женщин есть, но это абсолютно нормально, немножко повышенная тревожность в отношении планирования беременности, начиная с планирования беременности, течения беременности и того, как протекают роды, поэтому мы постарались это все прописать вот в этом нормативном документе, и даже, ну вот я повторюсь, отойти от наших типичных подходов Минздрава, когда у нас все раз, два, три, четыре, то здесь мы все-таки прописали, какие вопросы могут быть у женщин, и как бы попытались сформулировать вот эти ответы. На сегодняшний момент у нас угрожаемых жизни женщин, беременных женщин с коронавирусной инфекцией нет. На сегодняшний момент нету. Поэтому ситуация это тоже, как и во всем мире, они тоже подвержены коронавирусной инфекции. И слава богу, то, что мы сегодня видим, мы видим крайне тяжелого течения, мы не видим тяжелого течения. И я надеюсь, что нам удастся и дальше так работать. А сколько их, скажите, пожалуйста? Уважаемые коллеги, вы знаете, что мне очень понравилось заявление нашего Национального комитета по биоэтике. Вот я вам честно скажу. И мне очень хочется, чтобы мы его с вами тоже протиражировали. Нельзя количеством случаев, а тем более количеством рассказом о каких-то персональных ситуациях давать людям представление о конкретной ситуации. Это мы... В данном случае мы нарушаем все принципы биоэтики. Принципы биоэтики — это не на конкретном случае рассказывать людям, как течет ситуация. Есть понятие общественного здоровья и здравоохранения. Я вам должна сказать, что все беременные женщины... Вот у нас на сайте сегодня появилась информация, сколько беременных женщин находится в 3-м роддоме. Я знаю, сколько у нас беременных женщин сегодня находится... если вам интересна эта информация, то это 5 человек на всю Республику Беларусь. Но, понимаете, смысла в этой информации нет. Вот я сейчас вам говорю 5, а в это время, может быть, где-то уже оттестировано, и их может быть уже 6 и 7. Понимаете, важно не то, сколько их. Важно то, что у нас есть нормативный документ, который нас регламентирует, он уточнен с учетом международных рекомендаций. Важно то, что у нас есть отдельно выделенные, подготовленные для этого родильные дома, и что наши специалисты знают, как себя вести. И самое главное, важно то, что параллельно вышли 2 документа по беременным женщинам, естественно. Да, сегодня она беременная, тут же у нее через час рода она становится мамой, но и важно, что вышел 2-й документ, который регламентирует наблюдение новорожденного ребенка. Потому что особенности иммунитета новорожденного ребенка, они тоже еще недостаточно изучены в мире. И мы тоже, наверное, перестраховавшись, но тоже хочу, чтобы отнеслись с пониманием и наши специалисты. Прежде всего, мы продлили наблюдение за таким ребенком до 28 дней. Да, не 14, как в обычных случаях, а учитывая особенности особенности иммунитета новорожденного, продлили это наблюдение до 28 дней, считая этого ребенка как контактом 1-го уровня и как возможным вероятным случаем тоже. Поэтому на мой взгляд, правильно, и я тоже прошу вашей поддержки, все-таки говорить о тех мерах, которые мы принимаем для решения глобальных задач. Потому что, считать, на 6 утра у нас одна цифра, на 6:30 это совершенно другая цифра. А сейчас цифра, которая на 13 часов, она может быть, соответственно, да, она и точно отличается от той цифры, которую я озвучила, и которую мы даем на 6 утра.
Поэтому, ну, оно есть и есть. И мы прогнозировали то, что у нас будет рост, и чем больше мы будем тестировать, тем больше, соответственно, мы будем выявлять заболевания. Это правильно. Мы пошли, если сначала мы шли, я, наверное, об этом уже говорила на пресс-конференции, что если сначала мы выявляли бессимптомные и легкие формы, потому что мы тестировали тех людей, кто приезжал в нашу страну, то сейчас мы пошли наоборот, мы начали тяжелое сначала, сейчас средне-тяжелая пневмония, и мы начинаем откручивать это все назад, обследуя лиц первого контакта, которые ни на что не жалуются. Естественно, мы у них находим вирус, и мы их изолируем. Мы госпитализируем их как контакты первого уровня, если у них нет социально-бытовых условий для того, чтобы находиться на самоизоляции. Мы их теперь начнем оставлять дома, для того, чтобы они находились в обычных своих условиях. Ежедневно их будет врач осматривать 3 раза, даже если с ним все хорошо. И ежедневно будет дозваниваться медицинский работник для того, чтобы уточнять. Каждому из этих людей будет выдана памятка. Эта памятка размещена на сайте Министерства здравоохранения. В этой памятке тоже, пожалуйста, ознакомьтесь с ней, помогите ее тоже тиражировать и довести до сведения людей те рекомендации, которые есть в этой памятке. Поэтому то, что количество будет увеличиваться, к этому тоже надо быть готовыми, потому что мы сегодня максимально пытаемся закрыть все каналы, это, наверное, не совсем правильно, а принять меры для того, чтобы выявить максимально возможное число коронавирусной инфекции, изолировать этих людей и не допустить ее распространения прежде всего лицам старших возрастов и лицам, имеющим хронические заболевания. Поэтому я пользуюсь каждой возможностью. Если вы простужены, не посещайте людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. Если попытайтесь донести до них, что им не нужно посещать общественные места, им не нужно посещать, до минимума сократить выходы в какие-то общественные места, в магазины, еще куда-то. Да, пожалуйста. Дарья Сторознавайнер. Расскажите, пожалуйста, о тестах. Какой процент, возможно, показывает сейчас положительный результат? То есть мы видим, что тестов становится... Не понимаю, что значит, какой процент показывает положительный результат? Мы видим, что тестов становится больше, и, понятно, возрастает количество инфицированных, зарегистрированных случаев. И скажите, пожалуйста, есть ли какой-то процент от сделанных тестов, сколько из них вы показали положительные результаты? Давайте с вами посчитаем, сколько у нас плюсом с вами пошло за прошлые сутки. Я думаю, что вы уже посчитали лучше нас. Мы выполнили почти 4000 тестов. Соответственно, 4000 тестов, сколько мы получили? 10%, да? И Когда мы проводили 1000 тестов, мы получали 8, в последнее время 8, тоже 10%, иногда немножко больше. Поэтому, надо быть готовыми к тому, что число будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, чем больше будет наш охват, тем, естественно, будет больше выявленное число. Еще какое-то определенное время мы так пойдем. Министр вчера тоже озвучил прогнозы, которые у нас есть. Да. Наша задача действительно остается прежняя: выйти по этой зеленой линии. Не допустить этого фиолетового роста, который был в других странах. Наша задача так полого пройти это заболевание. Потому что все, что находится здесь, это та нагрузка на систему здравоохранения, что мы видели на примере этих стран, которые у нас на экране, когда ресурсов системы здравоохранения не хватает для того, чтобы, как написал наш комитет по биоэтике, обеспечить доступность медицинской помощи всем нашим гражданам. Поэтому те меры, которые мы принимали, это меры, которые позволили нам получить время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения. И наша задача — это выйти так, полого, даже ниже, чем пределы системы здравоохранения. Поэтому на сегодняшний момент мы с этим справляемся. И мы делаем все для того, чтобы с этим справиться. Поверьте, что это работа каждого сотрудника Министерства здравоохранения. Я уже не говорю про тех медицинских работников, которые сегодня работают. Мы все абсолютно понимаем, что мы делаем, для чего мы делаем. И у нас нет ни дня, ни ночи. Поверьте, что любая цифра анализируется, любая информация анализируется. Где-то прозвучало что-то про новый лекарственный препарат, тут же включились работать наши специалисты. Кстати, сказала про специалистов, упустила еще
один организационный приказ. Значит, у нас были созданы организационный нормативный документ, у нас были созданы для круглосуточного консультирования силами сотрудников наших кафедр, Белмапо и медицинских университетов, круглосуточные центры телемедицинского консультирования, с которыми может связаться абсолютно любой врач с абсолютно любой больницей, центральной районной больницы нашей республики, для того, чтобы провести консультацию по пациенту, который заслуживает внимания. Прошу прощения, я этот приказ упустила. Можно еще уточнение по тестам. Вот смотрите, сейчас делают тесты людям с тяжелыми, средне-тяжелыми Да. с контактами Первого уровня, контакты второго уровня, у которых выявлено респираторное заболевание. И приехавшие, наверное, из-за границы. Эти остаются однозначно. А как, ну, если будет больше тестов прибывать, как дальше будет распространяться всем контактам второго уровня? Ну, Пока мы все оставляем так, как оно есть. Все будет зависеть тоже от распространения ПИД-процесса и также от того анализа, который мы будем получать. Если мы не будем получать там положительных результатов в течение какого-то времени, то проводить массовое исследование ради 1-2 случаев будет просто нецелесообразно, потому что мы тогда вот за этой работой мы сможем упустить что-то другое. Поэтому на сегодняшний момент мы останавливаемся так. Запас тестов у нас есть, поэтому мы прорабатываем вопрос еще дополнительного открытия лабораторий. Ну, должны быть готовые лаборатории, если вдруг нам придется увеличить количество тестирования, например, там до 6 тысяч в сутки. У нас еще есть в запасе лаборатории онкодиспансеров, РНПЦ-онкологии, у нас есть помощники и в других ведомствах, у которых тоже есть ПЦР-лаборатории, да, поэтому Академия наук. Поэтому на сегодняшний момент эти все вопросы прорабатываются, но пока наши 13 лабораторий со своими задачами справляются. Да. Антонина Елена, Спутник Беларусь. Скажите, пожалуйста, почему с сайта Стоп Ковид убрали статистику по регионам? Извините, пожалуйста, я не знаю, почему убрали с сайта Стоп Ковид. Но это же национальный портал информирован. Извините, я не даю информацию на сайт Стоп Ковид. Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Скажите, вот в каком взаимодействии находится Минздрав и Минобороны в контексте призыва? Вот, призывники приходят... Да, значит, призывная кампания, она продолжается, естественно. Значит, у нас есть совместное решение с Министерством обороны, оно у нас было выработано, я боюсь ошибиться в датах, но это был еще конец февраля. Мы выработали с ними совместное решение по проведению призывной кампании. Она проводится местными органами власти. Если необходимо будет дообследование, у нас есть больницы, которые остались для оказания медицинской помощи. В крайних случаях мы будем брать это в свои лечебные учреждения. Нам активно помогает военная система здравоохранения. Это прежде всего 432-й госпиталь. И если есть какие-то сложные случаи, то призывники туда направляются и будут в дальнейшем направляться для дообследования с подтверждением диагноза. Пока никаких переносов, ничего у нас нету. То есть работу мы выстроили. С Министерством обороны мы общаемся несколько раз в неделю. Пока каких-то проблемных вопросов ни с их стороны, ни с нашей нет. Но это то, что в пределах моей компетенции, потому что я отвечаю за дообследование в том числе. Да, пожалуйста. Дарья Гуштин-Дубай. На этой неделе сообщалось о 38 случаях заражения медиков Витебской области. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня медиков... Скажите, пожалуйста, вот мы опять с вами возвращаемся к цифрам. Я настаиваю на этом вопросе, потому что если мы не сообщаем данные, люди... Вы знаете, что я их, честно говоря, их не считала сегодня. Есть 2 человека, 2 медика, которые умерли. Витебск 47 лет медсестра и фельдшер Борисов 50 лет. И это люди, которых еще не пожилые, совершенно не пожилые. И поэтому, конечно, всех интересует, сколько медиков. Есть информация, что в 10-й больнице тоже заражены медики. Вы знаете, уважаемые коллеги, везде, во всех странах мира, где пациентам оказывалась медицинская помощь с коронавирусной инфекцией, были заражены медицинские работники. Но нигде не скрывается их количество. Вы знаете, что мы тоже не скрывали их количество. Я, честно вам говорю, я не считала. Мы уточнили
уточним. Я просто не считала ни региональную статистику. Юлия, я ни же к вам сюда. пришла слушать эти вопросы на неделю. Ну, я тоже не считала. Ну, Честно можете говоря, посчитать, я вам что должна ваши коллеги- сказать, хорошо посчитаем. Я вам должна сказать, что медицинские работники есть и в Витебске, и в Минске действительно зараженные коронавирусной инфекцией. Это действительно есть. И А мы среди как умерших есть. сколько? Я не буду говорить цифры, я вам еще раз говорю. По одной простой причине. Мы с вами, я полностью поддерживаю заявление Комитета по биоэтике. Уважаемые коллеги, что даст цифра, если я скажу один? Вы мне скажете, а их два на самом деле. Я начну вам рассказывать, что мы не получили на вскрытии коронавирусную инфекцию. Вы мне начнете говорить, что у нее же была коронавирусная инфекция. Вот что, кому эта информация что даст? Скажите, пожалуйста, кому она что даст? То, что мы знаем, что медицинские работники находятся в группе риска, мы это знаем с первого дня. И вот то, что сейчас докладывал Борис Николаевич, он об этом и говорил, что наша основная задача — обеспечить их средствами защиты. Но каждый медицинский работник, вплоть до тех, даже начиная с тех, кто остался в наших медицинских учреждениях круглосуточно, они реально понимают, что они могут стать источниками инфекции для своих родных. И поэтому они приняли решение остаться и жить в этих наших учреждениях. И я реально понимаю, что общаясь с большим количеством медицинских работников и людей в целом, я тоже могу стать источником инфекции для своих родных. И поэтому я все это время я не езжу к своим родителям, я общаюсь с ними только по телефону. Я до минимума сократила контакты своей семьи со своим окружением, с друзьями, с родственниками, еще с кем-то, потому что мы любой из нас может стать этим источником инфекции. И наши медицинские работники, понимаете, вот мне очень нравится, опять же, вернусь к Белорусскому союзу женщин, та акция, которую они сегодня делают, эта акция направлена на поддержку медицинских работников. И вот у вас же были такие замечательные последние дни публикации о наших медицинских работниках, которые живут в наших отделениях, так? Про эту молодую девочку-медсестру. Елена Ильина, мы готовы и дальше писать. И мы надеемся, на то, что у нас будет, нам не будут содействовать. Скажите, вот вы написали, что умер фельдшер скорой помощи в Борисове. Скажите, пожалуйста, он когда поступал, он ставил тутбай в тот орган или то лицо, которому может быть распространена информация о его здоровье? Но если... Подождите, вы ответьте мне на вопрос. Мы общаемся с родственниками, они имеют право... Подождите, а вы уверены, кто из родственников был им указан для распространения информации? Почему мы с вами на людском... Да, я хочу... Не распространяется. Тогда почему? Тогда на каком основании? По закону. Вот именно что по закону. По закону он имел право сообщать он четко подписывает любой человек, когда госпитализируется, кому мы должны сообщать информацию. И мы сообщаем только этому человеку. Минздрав себе не позволяет, хотя мы как орган госуправления имеем право получать эту информацию, ее тиражировать и публиковать. Уважаемые коллеги, это принципы биоэтики. Это принципы. Я не хочу говорить о том, я не обсуждаю свое состояние здоровья вообще ни с кем, но это не значит, что мое состояние здоровья может быть известно кому-то и нигде-то не всплывет. Коллеги, я вас очень прошу, это вопросы биоэтики, и надо здесь уважать прежде всего и чувство того человека, который ушел. Он четко пишет, кому должна быть представлена эта информация. Вот для чего вы сейчас спрашиваете? Чтобы я сказала, что он умер от этого? Я не прошу вас, Елена, я прошу вас цифру, чтобы люди понимали, сколько... Я не буду называть цифру. Медики, наши медицинские работники эту цифру знают. Спасибо. Василий Малашенко, пожалуйста. Вчера вот Петр обратился к властям в парламенте, он так не прямо, но намекнул вежливо на то, что можно ввести еще ряд мер. Вот как вы к этому относитесь? Он говорит, что может быть большой наплыв в больнице через считанные недели. Вы знаете, что пока мы справляемся. Мы готовы к нескольким вариантам развития событий, пока мы справляемся. Мы еще работаем в нашем первом плане. Но мы справляемся с ситуацией. У нас заканчивает завтра работу миссия ВОЗ, которая приехала. Я думаю, что когда будут озвучены ее результаты, тогда станет понятно. Наплыв ожидаете, как он сказал? Чего? Мы ожидаем роста, естественно, мы его ожидаем с первого дня. И мы готовим нашу систему именно с первого дня.
Я ведь неоднократно говорила о количестве, которое у нас есть аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, точек вывода кислорода. Это те расчеты и это то количество, которое мы планируем задействовать при абсолютно любом развитии ситуации. Вы знаете, вы на меня не обижаетесь, но у меня вообще персональная информация, это так воспитана, наверное, основная часть медицинских работников, а работая в Минздраве, я знаю, как и что можно получить за разглашение врачебной тайны. Я просто хочу, вы не думайте, что это моя реакция на кого-то из вас персонально. Это моя реакция именно на информацию, которая составляет врачебную тайну. Это наша информация. Но когда врач Витебский берет карту и актера Дашука рассказывает, значит, это считается... Значит, вот этот врач, который это делал, это уголовная ответственность. Разглашение информации. Уголовная ответственность. Если подадут родственники, то да. Хорошо. Если подадут родственники, то да. С нашей стороны это административное, это не административное, это нет, административное наказание наше. Дисциплинарное наказание, прошу прощения. Да, пожалуйста. Белопан. Елена Леонидовна, поясните, пожалуйста, министр недавно на стриме говорил о, я так поняла, 2 видах тестов, которые есть. Это на основе ПЦР-диагностики, которые точные, и какие-то еще. Вот мы там не раз слышали. Скажите, да, значит, какие тесты у нас в стране? Значит, на сегодняшний момент у нас все тесты основаны на ПЦР-диагностике. Мы прорабатываем вопрос введения еще одного тестирования на основе определения иммуноглобулина М и иммуноглобулина G. Это 2 иммуноглобулина, которые показывают, в какой стадии сегодня находится заболевание. Если это острое заболевание или это уже идет процесс выздоровления. Значит, данная информация нам тоже важна, потому что она будет показывать нам и накопленный иммунитет, который у нас сегодня есть. Спасибо. Да, пожалуйста. Мы говорили про то, что нужно уменьшить контакты, к пожилым родственникам меньше приходить. Скажите, в условиях отсутствия решения о дистанционном обучении у студентов, те преподаватели, которые старше 60, они же в группе риска, так ведь? Ну, вы знаете, у меня дочка является магистрантом факультета экономики БГУ. И она у меня занимается сейчас на дистанционном. Я вот приезжаю домой, она сидит перед компьютером, у нее дистанционное, поэтому наше решение Минздрава — это не более, это рекомендации. Каждый вуз для себя сам принял решение, как это должно проходить. Я это, например, вижу воочию. То есть у нее и тесты, у нее и какие-то промежуточные сдачи, я там не знаю, зачеты или еще что-то у нее проходит в онлайн-режиме. И мне кажется, это даже более объективно, чем когда это общение в зале, потому что времени куда-то подсмотреть у них нету, с кем-то посоветоваться тоже. Но вот я реально вижу, как дистанционно работает сегодня БГУ. Мы для себя, наша медицинская вузы, мы для себя, начиная с нашей системы здравоохранения, я, наверное, тоже это озвучила, мы для себя приняли решение, мы отобрали лиц старше 60 лет, которые работают в реанимационных пульмонологических отделениях, там, где наиболее высокий риск. Мы предложили этим людям уйти в отпуск на это время, но вы знаете, вот низкий им поклон и благодарность, что очень многие отказались и продолжают работать. Поэтому мы пошли вот таким путем. Точно так же у нас в медицинских университетах, вы знаете, что медицинские университеты, особенно старшие курсы, это работа у постели больного. Поэтому ряд клинических кафедр мы тоже перевели на удаленный доступ и на дистанционное обучение. И прежде всего для того, чтобы спасти наш профессорско-преподавательский состав. Ну, например, глубоко уважаемый мной Игорь Александрович Карпов фактически живет в инфекционной больнице, несмотря на то, что относится к группе риска. И вот мы созваниваемся с ним несколько раз в день, и вот я всегда заканчиваю беседу с ним словами «берегите себя», он мне отвечает «не дождетесь», потому что это тот человек, который, ну вот он привык жить и гореть на работе. Вот, поэтому у нас есть и такие, и такие. Поэтому мы для себя меры такие приняли. Но во многих вузах я это тоже вижу, что многие это тоже сделали. Поэтому здесь тоже все зависит от руководителя учреждения и от руководителя ведомства. Мы начали использовать наш профессорско-преподавательский состав, вот то, что я говорила,
вот в работе этих круглосуточных консультативных центров. То есть, в принципе, люди выполняют свою функцию, они консультируют пациентов, но это проходит дистанционно, они у постели больного, и таким образом снижается риск. Но у нас немножко другие этические, идеологические принципы все-таки, особенно у старшего поколения наших врачей, наших учителей, для которых все-таки чувство долга и то, что происходит с пациентом, оно все-таки стоит на первом месте, а на втором стоит их здоровье. Поэтому вот еще раз возвращаясь к количеству заболевших медицинских работников, понимаете, ведь это для нас это тоже трагедия. Для нас и наша задача не допустить ни одного заболевшего медицинского работника, и тем более не допустить никаких неблагоприятных исходов. Поэтому это тоже наша задача, и мы тоже над этим работаем. И постоянно тренинги персонала, постоянно обеспечение средствами защиты, постоянно снять, одеть, чистая грязная зона, постоянно, потому что здесь, помимо того, что делаем мы, очень много зависит от соблюдения техники безопасности. Это здесь тоже, особенно те, кто работают с этими пациентами. Скажите, а по поводу школ, будет ли дистанционное обучение? Вы знаете, я не могу ответить вам на этот вопрос, потому что не являюсь сотрудником Министерства образования и не принимаю эти решения. А что рекомендует Минздрав? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я честно вам говорю, потому что не занимаюсь этими вопросами. Те, где занимаюсь, отвечу. Коллеги, мы работаем практически час. Я опоздала на 4 минуты, поэтому... Да, давайте последний вопрос, потому что нам пора завершать нашу пресс-конференцию. У нас тут следующее мероприятие начинается. Кто еще не задавал вопросов? Да, Ольга, пожалуйста. Агентство Минск новости. Будьте добры, скажите, какие сейчас минские клиники госпитализируют пациентов с коронавирусом? Расширили ли список этих клиник и о том, как там обеспечены, собственно говоря, медики защиты и так далее? Об обеспечении медицинских работников сказал Борис Николаевич на сегодняшний момент. На коронавирусную инфекцию. У нас работает, учитывая, что не все контакты первого уровня имеют возможность пойти домой, кто-то изъявляет желание у нас оставаться. У нас работает республиканский госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. Но мы приняли решение, что если среди контактов первого уровня будут выявляться лица с коронавирусной инфекцией, то для них там будет подготовлено, и, кстати, такие лица там уже есть, отдельное отделение, и люди эти не будут переводиться из учреждения в учреждение и оставаться там. Также работает городской клинический кожвен-диспансер, также работает наша республиканская больница медицинской реабилитации Оксаковщина. На прием пациентов по-прежнему работает 6-я больница, и основная нагрузка действительно ложится на нее, и 10-ю городскую клиническую больницу, точно так же, как мы и просчитывали, потому что там есть наибольшее количество точек подвода кислорода, там большая коечная мощность отделения реанимации, там работают профессионалы, пульмонологи прежде всего. У нас также 3-я городская клиническая больница, например, беременные женщины там сегодня находятся. Кого я еще не назвала, 4-я городская клиническая больница. Там на сегодняшний момент нет большого количества пациентов с пневмониями, но эта больница у нас тоже ориентирована на оказание помощи с пневмониями, потому что там большое количество точек вывода кислорода. Мы в штатном... еще одно организационное решение. Наши республиканские научно-практические центры, точно так же, как и вся лечебная сеть, прекратила плановую госпитализацию. И сегодня их мощности используются для оказания специализированной экстренной помощи и высокотехнологичной помощи, прежде всего для города Минска, для Минской области и других регионов. У нас в своем обычном режиме работает 2-я городская больница, 1-я городская больница. В обычном режиме также работает больница скорой медицинской помощи, Минский научно-практический центр хирургии, бывшая 9-я больница, 11-я больница, гинекологическая больница. Значит, все детские больницы, включая детскую инфекционную, тоже работают в таком же режиме. В детской инфекционной больнице у нас есть отдельно выделенное отделение для деток.
которые являются контактами первого уровня или имеют при тестировании положительные тесты на коронавирусную инфекцию. У нас второй родильный дом также работает в своем обычном режиме, и 5-я городская клиническая больница тоже работает в своем обычном режиме. Я должна сказать, что мы в каждом учреждении, даже те, которые у нас работают в обычном режиме, мы в обязательном порядке выделили отделение, зарезервировали койки на случай возможного появления там пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что ничего не мешает, и мы это видим, что у пациента, у которого есть аппендицит, у которого есть панкреатит, который где-то поступил с какой-то травмой, ничего, но мы видим, что мы выявляем у таких пациентов коронавирусную инфекцию. Поэтому остальные заболевания как были, так и есть. У этих пациентов также случаются инсульты, инфаркты. Поэтому вот мы таким образом и сделали, что перепрофилировали крупные достаточно больницы. Это прежде всего 10-ка, конечно. Это 6-я больница для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Коллеги, спасибо вам большое. Теперь сейчас проход к телевидению. Вы знаете, что, может быть, мне надо осветить вопрос, учитывая праздники? Да, кстати, вот вопрос еще по поводу Дня Победы. Вы знаете, я, честно говоря, не про День Победы, до Дня Победы. Да, я, может быть, озвучу, что нами проведены встречи вчера и сегодня. Вчера мы встретились с митрополитом Павлом. Сегодня мы встретились с его Высокопреосвященством Кондрусевичем. Мы оговорили, я должна сказать, что мы еще 7 или 6 марта, наверное, 7 марта написали им письма от имени министра здравоохранения по поводу того, что мы просим исключить целование икон, целование чаш, целование распятий и преклонение, к этим распятиям. Мы провели несколько с ними встреч для того, чтобы выработать единые подходы. Я упустила, мне это нужно было сказать тоже в организационных мерах. Выработать с ними единые подходы. Мы озвучили наши просьбы и наши предложения максимально вынести все богослужения, все освящения на улицу. Мы точно так же просили их проводить отпевание усопших тоже на улице, не в храме, для того, чтобы, учитывая, что любые помещения на сегодняшний момент, они угрожаемы по распространению коронавирусной инфекции. Мы просили их также исключить целование икон, целование распятий. Мы оговорили вопросы допуска священнослужителей в наши медицинские учреждения. И мы нашли понимание, что в настоящий момент в наше отделение, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, этот доступ будет запрещен. Мы оговорили с ними вопросы проведения причастия с учетом максимально возможного соблюдения противоэпидемических мер. Также мы оговорили с ними вопросы, чтобы они обратились к своим прихожанам, что если имеются признаки какой-либо инфекции, то просьба не приходить в храм, а все-таки оставаться на домашней молитве. Максимально нам навстречу пошла и 1-я, и 2-я конфессия, и будет проводить богослужение с трансляцией по центральному телевидению для того, чтобы тоже, учитывая, что большое количество прихожан все-таки являются людьми старших возрастов, чтобы тоже не допустить вот этого скопления их в церквях. Но основное, я хочу обратиться и к прихожанам тоже, что, конечно, эти праздники очень важны для любого христианина в нашей стране, но прежде всего, конечно, надо думать и о собственном здоровье, и о здоровье тех людей, которые будут рядом. Поэтому отнестись с пониманием, что максимально все, что сегодня может сделать церковь, она будет делать на улице, на свежем воздухе, для того, чтобы... Или в трансляции, я уже сказала, или в трансляции, что богослужения будут, конечно, транслироваться. Поэтому тоже прошу отнестись с пониманием к этому. И, особенно зная, что прихожанами являются люди старших возрастов. Елена Леонидовна, но все-таки вы будете пересматривать формат, то есть предлагать, чтобы День Победы как-то по-другому праздновали,
Вы знаете, что, говорить о Дне Победы, наверное, сегодня еще рано. Я вам честно скажу, да. То есть, сегодня еще 11 апреля, все будет видно, как у нас будет развиваться ситуация. Сегодня 10, да? Это я уже завтра уже живу, видите, уже живу даже на день вперед. Поэтому все будет видно. Но опять же, это мероприятие, которое проходит на улице. Ну, там будут пожилые люди. Да, но это мероприятие, которое проходит на улице. Поэтому в любом случае, и еще рано об этом говорить сегодня. Как будет развиваться ситуация, будет видно. Будет видно, потому что, мы же тоже не сидим, и мы тоже стараемся работать и тоже хотим побыстрее справиться с этой ситуацией, которая у нас есть. Коллеги, спасибо большое. Моя красивая картинка. Моя красивая картинка. Идемте. Мы когда с вами выходили из пресс-центра, он шел нам навстречу. Да. Мой однокурсник по академии управления. Через белорусский союз женщин. Как хочешь, я могу спросить. Вот так тебе не пойдет? Нет, это самое главное, когда... Пока мы на средне-тяжелом. Я вас всех люблю. Так, что я должна сказать? Что я должна сказать? Во-первых, пытайся мне вот это. Отдайте. Нет, спасибо. Скажите мне, пожалуйста, товарищи операторы, вы эту вот схему успели взять, да? То есть ее уже можно не показывать. Слава Богу, потому что она помятая и некрасивая. Дайте я, чтобы я не ошиблась нигде. РНПЦ онкологии продолжает принимать. И РНПЦ онкологии только их лаборатория ПЦР. Мы планируем задействовать для теста. Плюс городской центр онкологии, он тоже принимает. Мы у них взяли только один корпус, в котором большое количество кислорода, есть точек кислорода и отдельная реанимация. Да. В онкологии нет понятия плановой помощи. Там даже та помощь, которая является плановой, она все равно должна быть выполнена. Хорошо, спасибо. Так, дайте-ка я еще раз, чтобы я ничего не забыла. У меня уже столько мыслей в голове. Так, что я должна буду рассказать? Про нормативные документы, которые, да? Цифры еще раз надо повторять? Или уже достаточно? Цифры не надо. Хорошо. Просто оценка общей. По нововведениям конкретно. По новым введениям, те, которые я говорила, да? Да, проговорите еще раз, про Хорошо. лекарства в аптеках и Хорошо. рекомендации для праздников. Да, можем. Да. Значит, за истекшую неделю Советом министров было принято постановление, которое определяет порядок, условия и правила поведения наших граждан на самоизоляции.
Министерством здравоохранения разработан ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют оказание медицинской помощи пациентам с подозрением и имеющим инфекцию COVID-19. Прежде всего, следуя пожеланиям наших граждан, потому что у многих, естественно, есть домашние условия, которые позволяют им находиться в самоизоляции в течение 14 дней, являясь контактами второго и контактами первого уровня. Поэтому нами принято решение с учетом социально-бытовых условий и желаний граждан прежде всего, потому что некоторые проживают с маленькими детьми и вынуждены водить их в сад, в школу, некоторые проживают с престарелыми родителями и тоже не могут сократить эти контакты. Нами принято решение, что контакты первого уровня при наличии отрицательных результатов будут находиться в течение 14 дней дома. Совместно с Министерством труда и социальной защиты внесены изменения в постановление, которым разрешено сегодня выдавать листок нетрудоспособности на период до 14 дней гражданам, которые являются контактами первого уровня. Мы будем со своей стороны осуществлять их медицинское наблюдение, проводить тестирование таких пациентов на 1, 7 и 13 день, для того, чтобы не пропустить бессистемных и стертых форм. Трижды за это время наблюдения наши пациенты будут посещаться медицинскими работниками и ежедневно будут организованы дозвоны их участковых врачей или помощников врачей или медицинских сестер участковых для того, чтобы уточнить состояние данных пациентов. Также мы переработали нормативные документы, которые регламентируют оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Мы внесли изменения в нашу инструкцию, дополнив ее 2 новыми инструкциями. Первая инструкция – это по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, и вторая – это детям от 0 до 18 лет. Возможно, наши инструкции и являются немножко избыточными, но мы приняли для себя решение подготовить их именно в таком формате, для того, чтобы не упустить ни один случай и чтобы из нашего поля зрения не выпал ни один пациент. Также нами принято, возможно, непопулярное решение, но это решение связано с тем, что мы столкнулись с достаточно огромным ажиотажем в наших аптечных учреждениях по приобретению гражданами лекарственных средств. По некоторым лекарственным средствам более годовой потребности было куплено за последние 1,5 недели. Поэтому мы приняли решение по ограничению отпуска отдельного перечня лекарственных средств, соответственный приказ Минздрава размещен на нашем сайте. Прежде всего речь идет о таком банальном препарате, как парацетамол. Мы ограничили отпуск 40 таблетками в одни руки единовременно. Также мы приняли решение совместно с нашим холдингом Белфармпром по максимальному насыщению белорусского рынка этими ставшими вдруг дефицитными лекарственными средствами. Нами принято решение и разрешено использовать в наших аптеках, продавать в наших аптеках парацетамол в дизайне других стран. То есть мы для того, чтобы экстренно закрыть нашу потребность, будем использовать те лекарственные средства, которые предназначены были для поставок на другие рынки. Для того, чтобы мы не сорвали наши обязательства перед другими странами, в это же время будет идти наработка в дизайне этих стран лекарственных средств. Единственным условием является это, естественно, наличие русскоязычной инструкции. Также мы приняли решение и организовали телемедицинское консультирование, круглосуточное телемедицинское консультирование нашим профессорско-преподавательским составом Белмапо и медицинских университетов, прежде всего по инфекционным болезням, по пульмонологии, по анестезиологии, реанимации взрослой и детской. Для того, чтобы наши врачи в любой центральной районной больнице, в любой больнице нашей республики имели возможность круглосуточно проконсультироваться с ведущими специалистами. Что еще? Праздники. Значит, нами были проведены встречи с руководством Белорусской православной и Римской католической церкви. Мы оговорили основные наши пожелания по проведению праздников с учетом той
той ситуации с коронавирусной инфекцией, которая есть у нас сейчас, и с целью максимального предупреждения распространения инфекции. Нами найдено полное взаимопонимание, и основными нашими требованиями было максимально вывести проведение всех церковных ритуалов, освящения, проведение служб на улицу, где снижен риск распространения инфекции. Также мы говорили такие, может быть, и печальные вопросы, как отпевание. Тоже найдено взаимопонимание, что отпевание будет проводиться тоже в уличных условиях или непосредственно на кладбище. Мы говорили вопросы допуска. Я прошу прощения, мы нашли, сейчас подумаю, как сформулировать, вы потом состыкуете, хорошо? Значит, священники обратятся к своим прихожанам для того, чтобы люди, имеющие хронические заболевания, имеющие признаки инфекции, не посещали в это время храм и тоже ограничились тем, что кто-то из родственников, как сказать, кто-то из родственников, слушайте, не то. Как красиво сказать, что кто-то из родственников выполнит. Так говорите красиво, аж песня. Ага. Продолжайте. Волосы, так видите, сколько? Красиво, как песня. Ладно, давайте начнем. Священники обратятся к своим прихожанам и попросят их при наличии тяжелых хронических заболеваний, при наличии признаков острых респираторных заболеваний, конечно, постараться не посещать в это время храм. Они оставаться для молитвы дома. Будет организована телевизионная трансляция и из храмов Римской католической церкви, и через неделю из храмов Белорусской православной церкви, для того, чтобы все желающие могли принять участие, даже оставаясь дома, вот в этих торжественных моментах. Кроме того, хватит, все. Уже сейчас расскажу все, что мы с ними говорили. Скажите, пожалуйста, что касается выздоровевших от коронавируса, они на каком-то контроле находятся? Вы знаете, и есть ли риск заражения повторно? Вы знаете что? Расскажу про выздоровевших. Значит, на сегодняшний момент у нас 169 выздоровевших. Мы изучили международный опыт, и на сегодняшний момент из 169 человек 10 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. И это у нас новое научное направление у нашего РНПЦ трансфузиологии. Мы будем разрабатывать новую методику оказания медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Естественно, у нас есть инструктивное письмо Минздрава по наблюдению пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Потому что мы сразу, изучая международный опыт, мы просчитывали, что у ряда пациентов могут остаться проблемы с бронхолегочной патологией, и им необходимо будет и медицинское наблюдение, и отдельная реабилитация. Позвольте вот еще вопрос. Есть информация, попадается такая, о том, что в некоторых районах такое большое количество правоохранителей заболело, что уже некоторым... Вы знаете что, честно говоря, эта вот информация периодически везде возникает, но, как правило, везде порядок обеспечивается, и везде работа проводится. Поэтому это вот, возвращаясь к тем цифрам, о которых мы говорили, да, вот когда одна-две цифры начинают тиражироваться и преподносятся как парализация полностью любой системы. И любая цифра, о которой говорит Министерство здравоохранения, эта цифра должна быть проверена, выверена, потому что если эта цифра прозвучит в СМИ, она будет не достоверна, это пройдет просто так. А если недостоверную цифру скажет представитель госоргана, то это будет тиражироваться и повторяться из публикации в публикацию. Ну, есть, в принципе, такие случаи? Заболевшие есть абсолютно из разных слоев населения, абсолютно из разных. Начиная в том числе и наши медицинские работники. Естественно, есть и заболевшие из силовых структур. Абсолютно, но нигде работа не парализована. Ни одного органа, ни в одном районе работа не парализована полностью. Скажите, пожалуйста, двухнедельный карантин, да, 14 дней, это является какая-то норма, стандарт ВОЗ? И может ли этот срок быть короче или больше? Вы знаете, что мы для себя выработали 14-дневный срок. Хотя, как мы сейчас видим по наблюдениям, основная, конечно, часть
заболевших наших людей выявляется все-таки на 2-5 день после госпитализации к нам или после того, когда мы устанавливаем за ними наблюдение. То есть все-таки мы не видим 14-дневного вот этого инкубационного периода. Но мы для себя выбрали 14 дней. Мы для себя выбрали такую тактику, пока мы ее придерживаемся. Поэтому, ну, вы понимаете, что сама я вот сегодня читала отчет Китайской Народной Республики, вот такой хронологический отчет, где начиная с первого дня выявления, ведь на самом деле мы с этой инфекцией живем только 4-й месяц. И настолько рано говорить о каких-то прогнозах, останется иммунитет, не останется. Это будет иммунитет такой, как от гриппа, когда его нужно будет поддерживать вакцинацией каждый год. Или это будет иммунитет, как от кори, который раз переболела на всю жизнь. Это еще, понимаете, это еще неизвестно, потому что очень мало времени прошло с возникновения самого заболевания. Несмотря на то, что количество людей достаточно большое, все-таки оно наросло за последний месяц-полтора. И даже еще давать какую-то статистику ни по течению, ни по прогнозам, ни по тому, как выйдут эти пациенты, какие у них будут осложнения, я думаю, что сегодня никто не сможет. Поэтому и та же Всемирная организация здравоохранения, она ведь очень активно работает со всеми странами. И та миссия, которая есть у нас сегодня, аналогичные миссии ведь были и в других странах. Они оценивают и готовность системы здравоохранения, и использование рекомендаций ВОЗ. И я тоже думаю, что вот поработав у нас, они и нам дадут рекомендации, какие-то рекомендации войдут и в рекомендации ВОЗ. Ведь на сегодняшний момент все эти рекомендации, 2-3 раза в неделю мы получаем какие-то уточнения. Поэтому и мы, возможно, нам бы тоже хотелось сесть, написать сразу необходимые нормативные документы, больше к нему не возвращаться. Но, как показывает жизнь, так не получается. Мы каждый день что-то новое получаем. Коллеги, спасибо большое. Нам надо уже Лену Леонидовну отпускать. Пожалуйста, по поводу завтра. Я пока ничего не знаю. Я знаю, что этим занимается какая-то Анура. Я искала справку, меня могли. Мы захотели сделать интервью с врачами, которые... У нас... Надо быть это очень сложно. Вы знаете, что у нас интервью... Я понимаю, да. Но вот раз вы говорили об этом, поэтому... С Юлией Александровной абсолютно все. Даже мои, понимаете, что даже мои выступления все равно Юлия Александровна согласовывает с министром. Да, и мне понимаю. сказано идти на брифинг, я иду. Будет сказано кому-то другому, я с радостью уступлю место и не пойду. Тогда давайте обсудим Юлию с вами. Сейчас мы отпустим Лену Леонидовну. Да, но у меня еще есть вопросы от читателей, которые я, к сожалению, не смогла задать. Скажите, объясните, пожалуйста, по самоизоляции. Человек возвращается из России, например, да, он должен самоизолироваться. Да. Разъехаться возможностей с семьей нет. Что делать семье? Семья должна самоизолироваться или не должна? Должна. Это те вопросы по самоизоляции возвращения. То есть мы на себя берем только тех людей, которые... Проходите, Елена Владимировна. Мы на сегодня, понимаете, это уже начинает вступать немножко другая ответственность гражданина. То есть каждый гражданин должен отвечать не только за себя, но и за членов своей семьи, искать какие-то варианты. Ведь на сегодняшний момент достаточно много гостиниц по всей стране представляют свои услуги проживания. Общежитие, когда идет оплата только коммунальных услуг, для того, чтобы люди могли самоизолироваться. Мы свои учреждения представляем только для контактов первого уровня. Только для контактов первого уровня, которые у нас с достаточно большой вероятностью могут стать источниками инфицирования. Потому что это система здравоохранения. Все равно мы должны работать так, чтобы все остальные категории граждан получали ту медицинскую помощь экстренную и неотложную, которая им нужна. Поэтому мы для себя берем только контакты первого уровня. Все остальное сегодня государство предоставило достаточно много возможностей. И это уже личная ответственность человека. И мне кажется, уже сегодня нет человека, который не знает, что, вернувшись в страну, они попадут под самоизоляцию. Поэтому у всех была возможность вернуться раньше. Но люди продолжают выезжать. Там человек работал еще по поводу контактов первого уровня. Читатель говорит, что он является контактом, но его никто не самоизолирует, и ничего. Такого быть не может. Никак с ним не связывается. Значит, он не контакт. Значит, он не является контактом первого уровня. Пожалуйста, кто определяет контакт? Значит, четко, чтобы было. У нас работает санитарно-эпидемиологическая служба. Когда выявляется пациент с коронавирусной инфекцией, рядом с этим человеком садится медицинский работник. Это или работник санэпидслужбы, или
медицинский работник в зависимости от нагрузки на одних и на вторых. И они опрашивают человека, с кем он контактировал. У нас четко прописано, кто относится к контактам первого уровня, насколько близок этот контакт. Если мы с вами вот сейчас стоим в расстоянии метра, то надеюсь, что мы с вами не контакт первого уровня. А с вами мы стоим ближе, поэтому вы для меня будете контактом первого уровня. Да. Да, поэтому люди живут в одной комнате, живут в одной квартире. Это контакты первого уровня. Люди, которые работают в одном кабинете. Люди, которые летели в самолете, сидели вот так вот рядышком, они тоже будут являться контактами первого уровня. В нашем постановлении это все указано. Человек может думать, что он контакт первого уровня, если он работал, вот, например, в этом здании, и здесь у нас будет выявлена коронавирусная инфекция. Но мы, возможно, даже не будем являться контактами второго уровня. Вопрос третий и последний. Читательница, которая работает лаборантом в поликлинике, говорит, что контактировала с коронавирусным зараженным, и у нее проявились кашель, ну и все остальное, в общем, все симптомы. И она хочет уйти на больничный, ее не отпускают. Значит, что делать в такой ситуации? Ничего не делать, обращаться к своему лечащему врачу и уходить на больничный, если она действительно больна. Но она говорит, что ее не отпускают. Ну, как не отпускают, если человек болен? Это право человека. Значит, ему обязаны выдать листок нетрудоспособности, если она больна. Это первое. Второе. При каких обстоятельствах лаборант контактировал с человеком? Мы все брала мазок. Брала мазок. Соответственно, она у нас с вами была одета. Если человек брал мазок, она была одета в средства индивидуальной защиты. Для медицинских работников, одетых в средства индивидуальной защиты, контакт с пациентом с коронавирусной инфекцией автоматически делает их контактами второго уровня. Это тоже прописано в наших нормативных документах. Все понятно, спасибо. Можна довідатися про ситуацію у Докшицькому районі? Мішлак Наліна, Тульці. Мы опять будем с вами говорить о цифрах, я не буду говорить о цифрах. И не только потому, что я хотела кого-то обидеть. Я про цифры говорить не буду. Но есть есть заболевшие в Докшицком районе, и как и в других районах. Ці відрізняються там ситуація в інших районах? Ну, во всех районах, во многих районах сегодня есть выявлена коронавирусная инфекция. В Докшицах ее не больше, чем в некоторых других. Там звичайна ситуація. Что? Там звичайная ситуация, она не отрезана. Ну почему она звучайна? Только потому, что там заболели люди, работающие в определенном месте? Ну, понимаете, вот мы с вами хотим показать, что в каком-то районе у нас какая-то чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация во всем мире. Мы людей не госпитализировали? Госпитализировали. Мы не нашли контакты первого уровня? Нашли. Мы тех, кому госпитализировали, мы не даем им лекарства? Даем. Медицинские работники, которые с ними работают, одеты в средства защиты? Одеты. Почему это чрезвычайная ситуация? Это ожидаемая нами и прогнозируемая нами ситуация. Я просто хочу, чтобы вы понимали, мы не должны на каких-то примерах говорить, ах, там такое случилось. Система сработала или не сработала? Система сработала, мы их нашли. Мы не упустили, они у нас нигде, не дай бог, не скончались дома. Они никуда не уехали и не заразили огромное количество людей. Вот о чем мы должны. То есть система в данном случае сработала. А один их, два их, три их там. Ну, мы же все понимаем, что мы готовим к разным вариантам событий. И пациент с этой инфекцией может быть в любом районе. И даже по соседству с нами в квартире или в доме тоже. И мы с вами можем стать пациентами с коронавирусной инфекцией. Но здесь важно, чтобы сама система сработала, чтобы мы не выпали из ее поля зрения. Можно последний вопрос быстро? Про врачей не по цифрам, не по заболеваемости. Нагрузка просто сейчас высокая. Пациентам рекомендуют плановые какие-то манипуляции перенести. Да. Есть, наверное, в гостях свободных врачей, ну, допустим, ортопеды, там, стоматологи, я не знаю, как-то их используют в борьбе с коронавирусом? Вы знаете, что на сегодняшний момент тех ресурсов, которые у нас есть, достаточно по врачам-пульмонологам, по врачам-терапевтам. Например, 6-я больница, где был достаточно большой ортопедический травматологический центр, часть врачей мы перевели в РНПЦ ортопедии и травматологии для работы. Часть врачей все равно осталась в 6-й больнице, потому что вот то, что я говорила, что пациент может с коронавирусной инфекцией поломать ногу и приехать, и ему нужно будет оказание вот этой помощи. У нас есть различные варианты
работы. И в том числе, вот как, например, другие страны, где сегодня нет ни офтальмолога, ни эндокринолога, никого, они все работают на коронавирусную инфекцию. Мы о таком варианте тоже думали. И подготовку этих специалистов ускоренную мы тоже продумываем. Но мы надеемся, что мы справимся теми силами, которые у нас есть. Вот И мы... студенты, шестикурсники. Студенты, вы же видите, что студенты-шестикурсники у нас... А вообще у нас студенты-шестикурсники, это, так сказать, это такой авангард, да, который, или как вот называется, резервная группа, которая держится, вот, например, на повышение ОРЗ заболеваний. Мы всегда снимали шестикурсников. Сейчас у нас необходимости их снимать нету, у нас система справляется. Если будет такая необходимость, то и 6-й, и 5-й курс, естественно, будут переведены. Но пока такой необходимости нету, мы пока справляемся. Можно прочитать, это узнать план А, Б, вот мы сейчас работаем по плану А. Мы работаем по первому плану. Если, ну, вы знаете, что я вам скажу? Как только мы перейдем к следующему плану, мы об этом объявим. То есть нету такого где-то публично на сайте Минздрава, чтобы это было... Нет. Это живой, это абсолютно, ну вот ситуация, которая сегодня есть, я хочу, чтобы вы понимали, что это как живой организм. Да, то есть вот у нас сегодня области работают по-разному, у нас все работают по-разному. Но мы сегодня не вышли за те режимы, которые мы себе ставили в первом плане. Если у нас начнет кто-то из этого выходить, мы, естественно, об этом расскажем. И одно маленькое уточнение по поводу больничных. Родители задают вопросы, которые сидят с детьми, которые контакты первого уровня. Так, подождите. Родители сидеть с детьми контактами первого уровня, у нас все контакты первого уровня на сегодняшний момент еще все находятся на госпитализации. Если дети будут выписаны, у нас подписано постановление совместное с Минтруда и соцзащиты, там эти вопросы тоже оговорены. То есть они уйдут нормально на больничные? Да, там эти вопросы оговорены. Вам надо просто посмотреть его, оно будет опубликовано. И оттуда Юлия, скажите. Я вернусь. Да. Интервью с медиками, которые работают с коронавирусом. Либо по телефону, либо в камеру GoPro. Ну, то есть я вас туда не пущу. Хорошо. Поэтому либо по телефону, либо каким-то образом. То есть вы даете разрешение. Просто когда звонишь медикам, то все боятся, что Я сейчас заметила, разрешение пресс-секретаря. Кому вы звонили, кому нужно разрешение? Ну, я фамилии сейчас не назову, потому что коллеги мои набирали, но я поняла. какие дальнейшие действия. Договаривайтесь с врачом, Да. потом даете мне телефон, Да. я позвоню, скажу. Хорошо.